ТикТок-шоу на Новом радио. Мы пришли, мы снова с вами. Это Милана Ортман, Умит Абдулаев, Нажа Ганиева. Да, в общем, друзья, мы, как и обещали, сегодня очень крутой эфир. Нас сейчас не трое, а четверо. Если Бог любит троицу, то Новое радио любит четверицу. Квартет. Да, давайте лучше квартет, да, согласен, так будет лучше. Итак, дорогие друзья, я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Так. Потому что это молодой, подающий очень крутые надежды таджикский рэпер Сиван, правильно? Сиван, да. Давай, поздоровкайся нормально, от души давай. Салам алейкум, здравствуйте. Привет. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, что сегодня мы проведем очень хороший эфир. Ты смотри на него, скромняк. Такой скромняшка, скажи, да, Подождите, ребят, подождите. Он еще не привык к нашему баламутству. Сейчас человек втянется. Главное. К я привык. К моему, да. Вот поверь, рядом со мной сидит девушка, она хуже меня, так что держись. Так, стопэ. Не надо, вот именно. Стопэ. Хуже, значит, энергичнее. Пожалуйста, не пугайте гостя. Это я к вам реально привык. Смотри, Сиван, давай договоримся так. Мы сейчас, я вот с самого начала говорю, да, что правильно тебя произносить, как, твой никнейм, как Сиван. А они произносят как Сиван. Вот скажи я так не произношу. Вот скажи мне, что ты ощущаешь, когда люди говорят: о, Сиван. Сиван. Знаете, я уже к вам привык, потому что вот все это время меня как только не называют и Сиван, и Эсван, и Сион, и Сионе, и бывает даже Корлеоном зовут. Опаньки. У меня сразу другой вопрос. Смотри, мы, пока тебя не было, мы, значит, обсуждали, что Сиван. У тебя, случайно, в крови нет хоть капли армянского? Чуть-чуть армянской крови. Нет. Прям совсем? Единственное, что он шашлыки любит. Из-за бровей такой? Сиван. Сиван, это же армянское имя, понимаешь, да, вообще? Так, смотри, нет, значит, ни капли армянской крови, да? Нет. А капелька армянского коньяка, нет? Ну, ладно. Хорошо. Достаточно. Окей. Друзья, это Сиван, и мы сегодня с ним в эфире, и сегодня будет очень много интересного. Поговорим о жизни, поговорим о творчестве, и, как обычно, сыграем во что-нибудь очень интересное. Вы готовьте свои вопросы, потому что лучшие вопросы сегодня получат от нас Новое радио и от Сивана очень крутой подарок. Сиван, скажи мне, пожалуйста, ты заценил приз, который мы с тобой сегодня будем дарить нашим слушателям? Да, вполне очень красивый. Хотел бы себе такое? Да. А вы разве мне не подарите? Нет. Сам себе приобретешь. Я тебе сама. Я сейчас буду заходить и самому себе задавать очень интересные вопросы. И очень интересно на них отвечать потом. Хорошо. Друзья, чтобы вы понимали, что получит автор самого интересного и крутого вопроса, то, друзья, это худи с логотипом... каким логотипом? Новое радио. Новое радио. Очень крутое худи, друзья, от нашего партнера I'm Different. И, естественно, его будет дарить Сиван. А вот кого Сиван выберет, да? Кроме себя, конечно, Сиван, кроме себя, по-братски, кроме себя. Я понимаю, ты самый лучший вопрос себе можешь задать. Кого бы я не выбрал, я думаю, что я смогу его отговорить и оставлю это худи себе. Сейчас никто не будет задавать вопросы. Так, все, погнали. Итак, слушайте, давайте по вопросам пробежимся, да? Во-первых, Сиван, какие ощущения у тебя после концерта в Москве? После концерта в Москве я планировал сразу же ставить тут концерты, так как там все прошло даже очень хорошо. Я не ожидал, что такой будет спрос, что люди будут приходить, тем более это чужбина, как мы знаем. Но слава Всевышнему, все прошло очень хорошо, людей было достаточно и в Москве, и в Питере. В общем, я доволен своей поездкой, вот этим опытом, который я приобрел. Так. Будем двигаться дальше, посмотрим, может быть, еще как-нибудь поедем и в других городах будем ставить свои концерты. Так, смотри. Москва тебя не испортила? Да, вот хотел тоже задать, кстати. Я там побывал 3 месяца и месяц в Питере. Так как Питер более спокойный, культурная столица, я сначала испортился в Москве, потом там... Окультурился в Питере. Да, окультурился в Питере. Вопрос, да, такой. Ты тут выступал в баттлах, верно? Верно. Как давно ты не баттлил? 3 года. 3 года. Вау. Вот скажи ко мне, если бы тебя, допустим, сейчас вызвали на баттл, справился ли бы ты или нет? Да, если бы это был не Умит Абдулаев. А я помню времена, когда мы ехали в универ,
и ты готовился к батлам. Это было очень круто. О, серьезно? Да. Такое было тоже? Да. Ты в универе батлы, получается? Не, С не учителями? именно в универе. Я Нет, он тогда готовился. еще, тогда еще батлился, писал. Она меня поддерживала, иногда, наоборот, Издевалась? отговаривала от всего этого. Говорила, может быть, это не твое. Остановись, что ты первый делаешь? раз, когда я умилилась вот прям чуть ли не до слез, это было, когда он меня на день рождения треком поздравил. О, щись, ты помнишь этот трек? Нет? Не надо, пожалуйста. Надо. Не надо. Помнишь этот Нет. трек? Нет, не Хотя бы помню. одну строчку, хотя бы Ни две одну строчки, строчку припев. не помню. Давай. Ни одну Ну строчку что-то не вроде помню. наджи. Слушай, смотри. Я ей вживую просто тогда еще это сделал. Да. Написал ей А, это ты сразу смотри. же. А, типа на ходу сочинил? Нет, не на ходу, сразу же сочинил, и там же ей Акапельно спел. исполнил. Да, Всё, я понятно. исполнил, и все. И Серенады. Пошел первый вопрос, кстати, от наших слушателей. Пишут нам, а вопрос такой, что ты почувствовал, когда первый раз записывал свой трек и кому этот трек посвятил? Можешь ли ты напеть этот трек? Вот такой вот вопрос. Давай, отвечай, выкручивайся. Если честно, первый трек я записал еще в 2012 году, это 10 лет назад. Тогда мне было 14. Ничего себе. Да, и как ни странно, я тогда писал про любовь. Серьезно? И первый трек, да, у меня был про любовь. Но я не знаю, как правильно ли было вот именно с этого начинать, но я до сих пор слушаю этот трек, мне он нравится, потому что я с этого начинал, и вроде бы в биты тоже попадаю. Серьезно? То есть этот Ты трек молодец. до сих пор жив? У меня есть с собой, но там у меня голос как у Другой. ножи. Да, как у ножи. Спасибо, Когда- спасибо, дорогой. Очень Хорошо. пубертатный голос. А кому ты посвятил ее? Я не знаю, просто воздух. просто вот пел? так. Да, А просто вот- про любовь. а вот Я воздух- тогда, что я тогда знал о любви? Просто... По крайней мере, ты знал, что Она ты есть. любишь кушать. И кого-то там полюблю потом. Я знал. Стопудово, Да, и вот однозначно. наперед уже начал писать текста о расставании именно. Еще не Да, начал ясно. встречаться. А еще говорят, что у девушек загоны. Ну, здрасте, А приехали. нет. Не-не-не, смотри, вот у вас, у Слушайте. девушек загоны, а мы, мужики, мы такие прагматичные люди, мы заранее вот о расставании Вот человек заранее о Ну, расставании хорошо, тогда написал. ладно, я У вас встала, пошла. прогоны. Да. Итак, Слушай, ну Да, у у меня нас тоже прогоны. вопросы, У у вас меня тут загоны. Инстаграм разрывается, можно Задавай. я тоже там спрошу? У нас спрашивают, когда будет твой трек? Фата и Софет. Фата и Софет. Да. Фатай Софет уже записан, мы готовили аранжировку хорошую, уже все готово, скоро будут сводить. И выпущу этот трек, наверное, в течение недели. Вот. Пообещай течение- мне, что релиз твоего трека будет у нас на новом. Все, обещаю, Все, конечно. все. Если вы его примете. Там вроде, да. Скажи мне, Там пожалуйста, вроде да. Не, просто я думаю, если там какие-нибудь слова, ну как, у нас в рэпе, вы же понимаете, конечно. Да. немножечко хулиганим мы. Так, следующий вопрос. Минусовку твоих треков кто пишет? Пишет Яники Битс, он же Джахон Шер, он же Джоник. Скажи мне, пожалуйста, когда- Очень талантливый вот человек. в какой момент он понял, что одного никнейма ему мало? Просто потому, что его с давних времен все его имя, вот этот его никнейм произносят по-разному. Ага. Кто-то Яники, кто-то Джаники, кто-то... Так же, как и Да, твое. как и меня, вот Айсван, Сиван, я потом уже не обращаю внимания. Откликиваюсь, как бы там меня ни звали. Если там есть one, ты откликиваешься просто. Там просто Си, я уже... Так, следующий Хорошо. вопрос. Сявик, как ты пришел в эту индустрию? Вопрос Молча. такой. Знаете как, я еще помню... Подожди, в у меня 4 вот, классе- подожди, Сиван, сразу хочу, как говорится, вот это такая же история, как у других рэперов, в плане, это было трудное детство, я рос в гетто. Нет? Да нет, не Нет? особо. Нет, Слава не особо. Я просто писал стихотворения на русском, так как я сам окончил школу на русском языке, русский класс окончил. И поэтому я тогда писал стихи еще на русском. Ну, перед родными там читал, они смеялись. Мне было 10 лет тогда. Детские Ля слова какой. просто. Но тогда еще я мог связывать вот эти рифмы. Я не знаю, откуда у меня это получалось, но я мог писать, и рифмы у меня тоже были, все было хорошо. Потом, уже через 4 года где-то я познакомился с этим рэпом, с рэп-индустрией, как-то за год очень сильно вовлекся в это, увлекся этим. И захотелось что-нибудь записать свое. С этого потом началось. Смотри, а вот ты помнишь что-нибудь из своего раннего творчества, вот прям вот, скажем, из 10-летнего, когда ты начал писать стихи? Я помню каждый трек, который я вообще А стих? писал. Стих. Стихи помню только, знаете как,
помню детский стих, над которым у меня еще тетя моя смеялась, Зачитай родные. Что там сейчас? Давай, я в тебя верю. Солнце взглянуло в окошко. Нет, было вот так. Солнце смотрит мне в окошко, смотрит мне в глаза, я открываю очи, вижу там тебя. Я не знаю, почему я вот это написал, но вот это я до сих пор помню, потому что, когда я прочитал, мне казалось, что все домашние сейчас будут мне хлопать. Они начали смеяться. Но я зато не забыл это. В общем, человек ждал оваций, а в итоге дождался помидоров. Ну, чтобы вы понимали, когда у нас вот в школе еще были уроки литературы, Севуш вот очень классно всегда рассказывал, так что весь класс его слушал. Ну, это круто, потому как его, значит, вот эти навыки сегодня вполне даже могут пригодиться. Да, а я продолжу задавать свои вопросы, потому что мне их очень-очень много в Инстаграме набежало. Кстати, давай я просто напомню, что автор лучшего вопроса получит приз. Худи. Да. Худи. Успокойте женщину. Да. И от Сивана. Да, это совместный такой подарочек за очень интересный вопрос. Да. Так что, Сяв, слушай и запоминай вопросы. Смотри, тут вот еще такой вопрос. В какое время суток тебе писать рэп лучше? Ночью или по утрам? Ночью. Ночью? Почему? Потому что ночью у каждого бывает такое чувство уединения с самим собой. Там никто не мешает, обычно все вокруг спят. Из-за того, что я ночью обычно всегда, так сказать, я не могу уснуть. Я уже где-то 2-3 года только под утро засыпаю. Поэтому проблема ночью я пишу, а потом уже... За всех не говори, а за себя говори. Я за То себя если говорю, ты ночью не конечно. спишь, это же не значит, что мы ночью не спим. Я не сплю. Да, вообще-то я тоже не сплю. Так, а я-то сплю, поэтому не получается, надо Ты говори за себя. Получается, ты за себя говори, а он за нас скажет. Давай, говори Так, за нас, давай. говори за нас. Я пишу текста только тогда, когда Милана спит. Красава, кинь-краба, дядя. Так, все, давайте следующий вопрос. Кати Бижан не мой фит, когда не нести? Ух ты. Бижан не мой, я этого исполнителя знаю, я не знаю, если вы тоже его слышали когда-нибудь. Подожди, это очень интересный вопрос. исполнитель. Сразу вопрос из вопроса. Он же не мой, как его слышать? Нет, Бижан не твой, он чужой. Нет, он, так как он не мой, у меня с ним будет просто один трек, если я как-нибудь с ним свяжусь, если уговорю его на один трек стать моим. Смотрите, пошла на новом радио. Эксклюзивчики. Так, Скорый скандал расследования только на новом радио. Мысли о Кайумиде, куда вы? Твои мысли впереди этого, да, бегут? Так, я пока еще не общался с Акай Бижаном, мы не знакомы, но если как-нибудь познакомимся и наши взгляды совпадут, то, возможно, что-нибудь сделаем, почему бы и нет. Так, отлично. Слушай, я более чем уверен, что он будет рад коллаборации с тобой, потому что я слышал твои треки, я не слышал его треки. И поэтому я знаю, на что ты способен, но не знаю, на что он способен. Умеет. В результате, смотри, это как черепаха, которая перевернулась в казане плова. Но у меня есть вопрос. Точнее, не у меня, а у некого нашего подписчика, которую зовут, кстати, Даризода Official. Она нам пишет: способность, которой ты бы хотел обладать. Твое состояние духа в настоящий момент. Вот какой способностью ты бы хотел обладать? Давай скажем, суперспособности. Из фантастики что-нибудь. Итак. Видеть будущее, может быть. Серьезно? А зачем тебе это? Потому что, я не знаю, я думаю, что лучше все знать наперед. Да, смотри, а если я ты не люблю сюрпризы, там, вот это все. Подожди, если знать все наперед, будет ли тебе интересно жить? Да. Конечно, будет. Я буду жить наперед. А потом, я буду думать наперед, потом проживать все это. С одной стороны, классно. Типа логически будешь проживать свою жизнь? Ну да. Не тратить время попусту, вот. Ну как, тебя поддерживают. Есть еще вопрос, также Даша задает. Твой девиз, любимая цитата. Твой девиз или любимая цитата? У меня цитаты только мои. Это, что бы ни случилось, верить только в себя. Так. А твой девиз, получается, то же самое? Девиз тоже то же самое. Верь только в себя. Потому что от душински добра тебе никто не хочет. Серьезно? Да, потому что всем без разницы, как ты там и что ты будешь делать. Если это все осознать и всегда полагаться только на себя, верить в себя, не отходить от своего пути, там, слушаясь других, то у тебя все получится.
Все получится. Конечно, все. Эх, как же я бы хотел, чтобы у меня все получилось. Я буду следовать У тебя получится, не переживай. вот этим твоим наставлениям в плане верить только в себя. Как я вижу, у вас все получается, Ака. Спасибо. Ну, все, раунд, я пошел отсюда. Планируешь ли ты записать какую-нибудь песню про мать, либо про родину? Опаньки. Вот это очень как интересно. Как раз таки это вот... Именно вот эти темы я хочу затронуть. Это трек про родителей и про родину. Еще один трек. Скоро представлю его как-нибудь вам, послушайте. Все, Этот вопрос не ты сам себе сейчас задал? Нет? Почему? Нет. Я красиво отвечаю на вопросы или что? Да, очень. Просто очень. Как будто бы ты подготовился, понимаешь? Как будто ты знал, какие вопросы будут. Он же тебе сказал, он бы хотел обладать вот этим даром, предвидеть. Вот, видимо, оно что-то вангующее есть в тебе. Тренируется человек, тренируется. Так, Наджа, есть еще вопросы? О, у меня тут... я просто теряюсь. Ты запоминаешь вопросы-то? Нам с тобой нужно потом выбрать, кому дарить худи. Да, я запоминаю. Да. Точно? Трек Дони Анор когда выходит? Донай Анор. Этот трек очень сложный, и я не могу найти подходящую пока что студию для того, чтобы записать его, потому что там нужно очень много работы проделать над этим проектом именно. А то, как те условия, которые у меня сейчас есть, я не хочу выпускать этот трек, потому что он впустую. Я могу, наоборот, разочаровать людей, и они не получат тот самый кайф, который должны будут получить от этого трека. Ага, слушай, вот как раз ты сказал, что не хочешь разочаровывать. Я перфекционист именно в плане вот карьеры своей, творчества. Если я не убедился, что вот этот проект мой или трек, он готов на все 200%, я его и записывать не буду, и выпускать также не буду. Отлично, значит, ты перфекционист. И вот как раз-таки вопрос тебе такой. Сабаби айбарон джудо шидан шон да чиай? Айбарон джудо на шидан, баройки, то ина 2 сол мешава алакай ҳамкорӣ дорем. Просто ҳамқае ки ман айби ғарзи кор кардан ҳамроҳи акай берӯз бо творчествои хидматдорум ина концерт мисол Москва рафтам чӣ кардам ва ҷудо нашидам. Ман просто на время мерам корҳои хидмат оиди карьераи хидм буд мекунам, бод меом обратно, бо дальше якҷоя проект месозем, якҷоя обсуждаем, пишем текста также вместе. Круто. И вот еще один очень крутой вопрос. Сегодня Даша просто жжет вопросами. Даризода Official говорит, что бы вы никогда не сделали в жизни. Вот что бы ты никогда не сделал в жизни? Я бы... Задумался, да? Нет, есть очень много всего, чего я бы никогда не сделал. Вот самое то, чего бы ты не сделал. Ну, из списка, скажем, тех, что можно озвучить в эфире. Я бы, наверное, никогда в жизни не бросил писать. Вот это хорошо. Давайте поаплодируем человеку. Никогда в жизни не бросил писать. И у нас есть люди в студии, которые тоже хотят поучаствовать в этой эстафете вопросов и, наверное, побороться за худи. Итак, вопросы можно задавать уже. Здрасте, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Сухроб. Я бы хотел задать вопрос на таджикском языке. Можно? Нужно. Ну, тогда такой вопрос вам. Айкадом кори хитондами хайото норохат тенами кори ки дили шуморо михей гуфти гапо ғам метия. Ман гуфтагӣ бидам ами донишгоҳро партофтанам то охира нахонданам. Чанд интервью да гуфтагим ами гапа. Ман ами чиз пушаймонам ва фикр мекунам ки ай кудаки я никогда не думал, что я буду ходить без диплома, честно. Я никогда не думал. И на Жибачанка пеш будкаде. Мы с ней вместе поступили в Славянский именно. Да. И в универ ходили тоже вместе. Сявик, я тебе больше скажу. Поверь, не жалей об этом. Я доучилась, ты это знаешь, и я никакого толку не увидела. Ну ладно. Подождите. Нет, ребят, учитесь. Вот я сейчас хочу вот прям поддержать Сивана, потому что действительно в современном мире, вообще в современных реалиях и в любых абсолютно реалиях, нет, дело даже не в дипломе, понимаешь, дело не в этой корочке. Дело в том, какие знания, какие навыки ты получаешь именно в студенческой жизни, верно? Да, Севуш, верно? Правильно. Вот, тот опыт, который жизненный, именно, который ты получаешь в университете, да, это ты вот нигде с таким больше не столкнешься, потому что
студенческие годы — это самые золотые годы. И самые памятные. Вот. Я вот сколько? Я 2 года, в общем-то, там проучился в универе. Потом как много? Академический взял, уехал, приехал, обратно полгода проучился, опять взял академический и уехал. Как же ты любишь академические брать? Да, я уезжал исключительно на заработки тогда еще. Бывает. Да, тогда еще. Но сейчас, возможно, я восстановлюсь где-то вот на этой неделе и буду продолжать обучение. И как-нибудь постараюсь наконец-таки взять этот диплом. А специальность у тебя какая была? Международные отношения. Филиал международных отношений. Ну, слушай, ну ты молодец вообще. Ну, ты вообще молодец. Я тебе советую восстановиться и все-таки доучиться, получить диплом, потому что хороших международников, дипломатов, вот, днем с огнем не сыщешь. А я думаю, что из тебя хороший получится дипломат, потому что все-таки словом ты владеешь. У нас есть еще вопрос из зала, как говорится. Так. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Я его знаю, он мне делает красивые ремиксы. О, это же тот самый Дэв. Да. Слушай, Сеуш, брат, ты знаешь, что у тебя все треки стали за эти годы так популярны, и в Таджикистане многие появились, которые там делают ремиксы. Кто сделал для тебя лучший ремикс? Я так и знал. Вопрос с подвохом. Я прям таки... Чувствовал. Да. Я тебе скажу правду, потому что самый большой, ну, ремикс, который набрал самое большое количество просмотров, это, да, твой ремикс. Он сколько там, 400 тысяч, да, набрало? Почти 500 тысяч. Да, вот, он так скромно, смотри, он так почти 500. Не, он молодец, потому что, знаете, он взамен ничего у меня не просит, и он бескорыстно, он просто делает, он сам любит свою работу, делает ремиксы, отправляет мне, говорит: брат, зацени, тебе может это понравится. Я говорю: о, круто, давай я залюсь к себе на канал. Он говорит: я буду очень рад. И все, я заливаю к себе на канал, и он, ну, это же наоборот круче. Для моего канала это тоже классно. Круто, это на самом деле круто, безвозмездно, это классно. Да, безвозмездно, чисто. Да, это круто, но я с этим завязал. Подожди, это... А что это ты завязал-то, а? Чё ты завязал? Зиндаги. Я сделал тебе самый крутой ремикс, но я больше не буду делать тебе ремикс. Я понял, знаешь что? Это типа, это мой пик. Это все ради чего я жил. Ради чего я изучал FL Studio. Окей, ну... Нет, не нужно завязывать, я тебе не советую. Дэв, в целом молодец. Ремикс-то получился хороший. Действительно, я присоединяюсь к Сеушу и советую тебе не завязывать с этим. Продолжай. Зиндаги, конечно, зиндаги, но дело, которым ты вот так вот хорошо, значит, владеешь, да, вот этот вот навык твой. Не стоит бросать. Не-не-не, ни в коем случае. Ты меня понял? Вот это говорит тебе я, Умит Абдулаев. Человек, который бросил на полпути множество дел. Много чего, да. Ну ничего, вдруг ты вернешься. Вдруг и я вернусь, да. Кстати, Севуш, у нас с тобой есть кое-что общее. Знаешь что? Я тоже взял академический и так и не восстановился. Так вот. Вот поступайте вместе, доучивайтесь. Это чистая правда, друзья. Я поступил на магистранта, но, как говорит Дэв, зиндаги взял академический и так и не вернулся. Давай запишем трек про универ. Отлично, супер. Слушайте, друзья, все-таки уже, наверное, настала пора немножко развеселиться, поиграть, да, потому что вы знаете, в TikTok-шоу, когда приходят гости, мы всегда что-то для них подбираем, что-то интересное, мы играем с каждым по-своему, и так как у нас все-таки заслуженный батлер всея Таджикистана, C1, скажи мне, сколько батлов ты выиграл? Сколько ты выиграл? 3-4 батла. А сколько было в общем? 4? Нет, было намного больше. 5 или 6. Ты выиграл подавляющее число. Ага, ясно. Все-таки, я знаю, что ты хороший батлер. Вот, серьезно. Я смотрел парочку твоих батлов, и это было круто. Хорошие панчлайны, все классно, грамотно выстроено. И что я тебе предлагаю поиграть сегодня, так это... Давай-ка мы с тобой побатлимся. Что скажешь? А? Прямо в прямом эфире. Я вам, скорее всего, проиграю. Не-не-не-не-не. Ты мне тут давай без поддавков. Смотри, я сейчас врублю биток, да? Мы с тобой побатлимся. Только есть определенные правила, окей? Значит, народ, вы называете какие-то слова, когда читает C1, ты должен использовать их, соответственно, по правилам фристайла. Вау. Но использовать их против меня. Самое главное, не матерись.
Они нам будут что делать? Вкидывать слова, просто вкидывать слова. Окей, друзья, у кого там микрофон, называйте слова. Какие слова вы хотите, чтобы мы использовали в этом нашем импровизационном батле? Пока тут готовят микрофон, я хочу сказать, знаешь, вот здесь у него взгляд более суровый, чем вот в студии сейчас. Да, я вообще ожидала увидеть другого человека. Серьезно? Я ожидала увидеть Ивана Грозного. Я тебя предупреждала, что в жизни он совершенно другой. Окей, итак, какие слова, ребят, какие слова нам использовать? Си-2. Си-2, так, интересно. Новое радио. Си-2, новое радио, ага. Моайкой баланды. Моайкой баланды. Может быть, хватит хотя бы на сейчас? Давайте. Итак, еще одно. Джимми, Аджа-Аджа. Джимми, Аджа-Аджа. Итак, Господи боже. Давай закрепим. Си-2, новое радио, Моайкой баланды, Джимми, Аджа-Аджа. Ты готов? Давайте. Окей. Удачи. Come on. This is Battle on New Radio TikTok Show. C1 versus Умид Абдуллаев. Ты начнешь, конечно, ты. Погнали. Дайте шума! Воу-воу-воу. Come on. Распорядок не важен. Раз, два, три, два. С вами Си-1 и Си-2. Умид Абдуллаев. Привет, брат. Это радио лайв, или как, идет эфир. По утрам я не пью кефир. Я очень сильно отошел от жизни. Но все-таки поддержи меня, брат. Давай я поддержу тебя, братка, ведь ты C1, а не C2. Это новое радио, и по-любому ты круче, братка. Ты понимаешь меня или нет, насколько крут ты есть? Что такое чисто вот этот весь рэп? Ты не гангстер, ты really крут, брат. Ты really крут, и держи тебе курут, и запей его чем-нибудь. Вау! Я думаю, что мы не... Я сижу не там, где должен. Не-не-не, давай. Мне понравилось, продолжайте. Мы должны с тобой поменяться местами. У вас еще два слова. Какие еще были слова? Джимми, Аджа-Аджа, Моайкой баланды. Давай. Давайте, ребят. Я тебя увидел, сказал Абача. У тебя была гитара, и ты Джимми, Аджа-Аджа пел. Но все-таки ты все успел. Так. Ты всего смог добиться, брат. Я всегда готов тебя поддержать, потому что ты очень хороший чувак. И кто бы там что ни говорил, скажи ему, давай. Ответочка? Ответочка? Да, давай. Моайкой баланды или что было использовать? Хорошо. Поехали. Эй, это все, конечно, хорошо, но Моайкой баланд, это мне на мезебат, это мне не идет. Ну скажу тебе я так, ты крут, брат. Ты крут, брат. Этот рэп, это все, конечно, для тебя. И не бросай его, как этот вон сидит на меня уставился. Зовут, кажется, Дэв. Он сделал тебе ремикс, но по итогу нет, ты не продолжил карьеру. Я тебе советую, не бросай ты эту тему. Продолжай и иди вперед, ведь веришь ты в себя, брат. Джимми, Аджа-Аджа. Джимми, Аджа-Аджа. Окей. Эй, народ. Все, я жду совместку вашу вдвоем. Дуэт. Тем более, вы просто обязаны. фристайлить, тем более на русском. Я, наверное, где-то 5-6 лет назад пробовал на русском фристайлить. Но ничего, было очень весело. Но это было очень круто, к тому же. Давайте пошумим. Аплодисменты Акаю Миду. Ну, если тебе тоже. Посмотри, с тобой мы познакомились вот буквально сейчас, час назад, а с Умидом я знакома чуть больше, конечно, чем с тобой. И Умида я слышала. И 1,5 как часа. бы... Ну, да. Умида я слышу постоянно, и я знаю, как он батлит. Но как это делаешь ты, мне тоже очень понравилось. Поэтому круто, мои аплодисменты тебе. Спасибо. Она знает, как я батлю на кухне. Я всех перебатливаю. Я просто съедаю курутоп, просто глазом не моргну. Окей, слушай, Сиван, ты очень крут. Ты это подтвердил, ты это доказал, потому что не каждый может использовать такие, закидные слова на ходу. А теперь скажи мне, пожалуйста, какой вопрос тебе больше всего понравился и кому мы отдаем худи? Давай. Так, как было
Дарья-Зода. Дарья-Зода, да. Дарья-Зода. Да. Давайте мы подарим это худи именно ей, потому что она очень много разнообразных вопросов там нам задавала и пыталась постоянно поддерживать нас во время эфира, да? Да, совершенно Вы согласны верно. со мной? Так, давай. Ты что на нас все перекидываешь? Да. Не-не-не, мы хотим, чтобы все шишки были в твоем огороде. На самом деле, да, я согласен, потому что человек задал просто кучу разнообразных действительно вопросов и поддерживал беседу с нами, и человек это было был круто. очень активен. Да. Да, это было видно. Это Девчонки, заслуженно, вы да. согласны? Я тоже поддерживаю. Абсолютно. Она добилась своего, она все-таки получила эту худи. Она все-таки получила это худи, и вот оно, друзья. Вот худи. Давай расскажем для тех, кто не знает. Худи красивого черного цвета. Слоган «Новое радио» достается Дарья-Зода от, значит, Умида Абдулаева, от Сиван. Да, и, конечно же, наш партнер. I'm different. Вот так. Вот так вот. В общем, скажи-ка мне, Сиван, в конце, да, так как передача подходит к концу, мы очень рады, что ты к нам пришел. Давай-ка ты нам, исходя из личного опыта, расскажешь, буквально в нескольких предложениях, как все-таки добиться успеха. Добиться успеха — это... Смотрите, есть несколько способов. Через связи. Там. Так. У кого-то есть талант, у кого-то есть стремление очень сильное. Но я думаю, что абсолютно каждый человек, он способен добиться успеха любым путем. Но главное, чтобы у него было желание, стремление. Если человек ничего не хочет, как у него может что-нибудь получиться? Если тебе что-то нужно, ты же идешь в магазин, покупаешь вот это, приходишь домой. Есть такое? Да, если тебе что-то хочется покушать, там ты тоже покупаешь там продукты нужные, ты берешь и их готовишь, кушаешь. И для того, чтобы добиться всего, чего там сам желаешь, изначально человек должен следить за своим поведением, за манерами, за общением, за кругом, за тем, что он делает каждый час там времени. Человек должен постоянно думать о том, в какой сфере он хочет добиться успеха. Если ты будешь говорить, я буду просто так делать, и у меня получится, нет, не получится. Нужно желание и еще немножечко больше труда, там, стремления. Всего можно добиться только стремлением, желанием и упорством. Браво, не прибавить, не убавить. Вот есть же, реально четкий пацан. По-любому 100% тебе хоть капля армянского точно есть. Тосты говорить, это вообще твое, отвечаю. Как не армянка. А я хочу добавить, что, зная этого человека... Нужно вот так, короче. Человек должен быть таким, чтобы быть успешным. То есть, как Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Да, и причем, зная этого человека, я вам хочу сказать, что он действительно не просто так это на словах говорит, он очень сильно старался, чтобы добиться того успеха, который у него есть сейчас. Круто! Да. Круто. Тебе приятно слышать это, наконец-то, в публичном пространстве, и тебе в глаза говорит человек. Да, я на публику говорю, что я действительно им горжусь. У нее пальцы, она, наверное, от души говорит. Да, я говорю от души. Я очень сильно тобой горжусь. Окей, слушайте, ребятки, это был действительно крутой эфир. У нас в гостях был очень крутой человек, автор хита «Инста-королева» и Зебо. Да. Кстати, Зебо, давай-ка вот прям во все услышать, сколько уже лямов просмотров? Говори. Я думала, лямов денег. 4 миллиона. Да, там. Ловите! Из этих 4 миллионов, наверное, раз 100, наверное, я посмотрела. А вы Моргенштерна слушайте. Вот у нас есть свои ребята отечественные, которые нормальные темы выпускают, да поют, да создают. В общем, друзья, ТикТок-шоу, новое радио, C1. Сегодня C1 дарит, значит, худи с логотипом нового радио Дарья-Зода Official, которая задавала нам очень много крутых вопросов. Она, получается, и выигрывает. Все, всем покедово, до понедельника, хороших выходных. А с вами все эти 3 часа были Наджи Ганиева, Милана Ортман, C1. И, конечно же, Умид Абдулаев. Всем пока. Всем покедово. Спасибо, что были с нами. ТикТок-шоу на новом радио.